играющий команда. Сборная Города Якутска. Андрей Калачев, номер 16. Начинаем матч за бронзу. Максим Рудых, номер 11. Никита Кузнецов, номер 4. Алексей Кислицын, номер 2. Иван Калашников, номер 12. Никита Зубов, номер 9. Денис Георгиев, номер 13. Ярослав Соколов, номер 14. Александр Ефремов, номер 3. Владимир Захаренко, номер 1. Вадим Федоров, номер 20. Матч служит бригада обеда в составе судья первой республиканской категории Золотский Евгений Валерьевич, судья первой республиканской категории Илья Гранович. Состав сборной команды имеет Новоголовского лица. Айсен Савин, номер 1. Записалась составы, можете вот по ссылке посмотреть. Мегинцы, команда вот хозяйка турнира, играет матчи за бронзу с командой города Якутска. Да, молодцы обе команды. Дошли вот до стадии плей-офф, выиграли все свои групповые матчи. По 12 очков у них в группе было. Но уступили они в полуфинале. Мегинцы уступили команде Мигного со счетом 0-2. А команда города Якутска со счетом 1-1 в основное время. И только в серии пенальти со счетом 2-0 уступила команде Усялдана. И вот после этого матча смотрите финал. Вчера также все думали, что Якутск победит. Но Якутск вчера уступил, и поэтому дома и трибуны помогают, мегинцы будут идти вперед. Да, обе команды в синей форме, поэтому, так как гости город Якутск, то они будут играть вот в оранжевых манишках. Также я вот оранжевым отметил составы команд. Да, вот это все есть у нас в Google таблице, которая прикреплена по ссылочке в описании. Судит встречу Залуцкий Евгений и Карен Даниэлян. Поле Цыпанин, Степанов, Миша Никифоров и Николай Дьяконов. На воротах Айсен Савин у мегинцев. У гостей это у нас Кислицын, номер 2, Зубарев Никита, номер 9, номер 4 Кузнецов Никита. И кого я еще не назвал? Номер 10, да. Это у нас Чекир Илья. На воротах Захаренко Владимир. Предпоследний матч этого турнира, который вот гостеприимно принимает в Нижнем Бестях спорткомплекс «Парус». Да, совершенно новый свой комплекс. Наверное, вот в этом или в прошлом году только введенный. Да, пользуясь случаем, всех
Спасибо, выражаем благодарность. По комплексу очень красиво здесь. Тут и бассейн, и тренажерный зал. Залы по всем видам единоборств. Каждой команде здесь выделили отдельную раздевалку на все вот проведение мероприятия. Все 5 дней. Да, повезло жителям вот Мегино-Кангаласского улуса, что у них вот такой есть современный центр. Миша Никифоров с мячом. А, конечно, вчера были раздосадованы, что они не смогли победить и пойти в финал. Но сегодня будут все силы отдавать, чтобы завоевать бронзовые медали. Да, хотя бы в тройку попасть. Да, вчера вот так чуть-чуть не хватило. Со счетом 1-0 уступали они. Дальний удар Степанова Владислава, но выше ворот. Да, 1-0 уступали мегинцы, потом выставили 5-го полевого игрока, ворота пустыми оставили. И вот, воспользовавшись таким моментом, Мирный, выбивая мяч, забил в ворота. И счет стал 2-0. После этого уже счет не смог поменяться. Чекир идет пас вперед Кислицыну. Кислицын на Кузнецова. Снова Илья Чекир идет на двоих. Николай Дьяконов отдает пас Мише Никифорову. Никифоров сам и бьет в дальний угол, но мимо ворот. А, посмотрел налево перед ударом. Никого не было, чтобы пас отдать. Трибуна практически заполнена. Вот люди все еще подходят. Да, любят футбол в Мегино-Кангаласах. Зубарев с мячом. И Кузнецов. Все игроки играют в высшей лиге и вот в первой лиге города Якутска. Да, пишите в комментариях, кто за кого болеет, кто за Якутск. Хороший удар Зубарева выше ворот. Предыдущая встреча за бронзу, то есть за 7-8 места, да, за бронзу матч сейчас идет. Предыдущая встреча победила команда Горного. Да, Горный уверенно победил с счетом 4-1 команду Жатая. Да, по итогам чемпионата вот Горный занял 7-е место, Жатай 8-е. Обе команды остались и вылетели из турнира команды Среднеколымска, извиняюсь, и команда Алдана. Третий номер и угловой заработал. Также 5-6 места разыграли между собой студенты и команда Ленска. Ленском крупно победил и занял Ленск 5-е место. Как я уже говорил вот, в предыдущем матче трансляции, Ленск вот, в первый день соревнований был в урезанном составе и уступил 2 встречи команде Мирного и города Якутска. Но зато с тех пор, уже со второго дня соревнований, они уже были в полном составе. И все свои матчи они победили крупно. Так что вот Ленск, да, если бы вот не болезнь или не знаю какие обстоятельства, играли бы они в полном составе с самого первого, то боролись бы, да, как минимум в полуфинале. За медали боролись бы. Да, Жатай тоже. И Ленский, и Жатай, и студенты, и Горный. Все хорошо выступили, вот, но не дошли до полуфинала. Показали хороший футбол. Ну-ка, Ларионов идет вперед. Пас отдал. И Захаров, Лев, забивает первый гол. 1-0 в 5-й минуте матча.
Отметим также отбор и отличный пас Ларионова. Сахаров там оставалось только забить на дальней штанге. У всех зрителей нашего канала, YouTube канала, есть возможность перемотать и пересмотреть все эти моменты, сделать нарезку, да, поделиться с друзьями. Так что, да, не упускайте такой возможности. Денис Юргин дает пас Калачкову. Да, вышла уже вторая четверка города Якутска. Ярослав Соколов тут поборолся, но пустил мяч в аут все равно. Закидушка вперед от Савина. Там Цепанин. Но гораздо выше голову сыграл. Калачиков. Теперь через ветра. Соколов. Сав Соколов. Да, в одном даже протоколе так и записали его по кличке Соколов Ясик. Но, конечно же, он и Ярослав. Финал после этого матча в 13:45. Оставайтесь с нами. Денис Юргин пускает мяч в аут. Уважаемые зрители, на матче присутствует глава Белгородского УЛУСа Дмитрий Иванович Тихонов. Дмитрий Тихонов на трибунах. А глава УЛУСа болеет за родную команду. А главы города Якутска пока не замечен Евгений Николаевич. Конечно же, он всегда обычно приходит на финал Кубка главы города Якутска. Еще Никифоров будет бить. Пас отдал. Удар не смог получиться. Поборолся Чекир, но мяч уходит снова в аут в пользу меганцев. Трибуны практически заполнены, да. Яконов дает пас Цепанину. Цепанин, игрок мини-футбольного клуба «Заря». Дальний удар от Кислицына. И Савин спасает ворота. Ведут меганцы, хозяева турнира. Зубарев отдает пас для Чекир. Чекир падает. И фол назначает Карен Даниэлян. Первый фол. Чекир бьет. Попадает в стенку. Стенку, где стоял Михаил Никифоров. Зубарев идет вперед под левой ногой, теперь под правой бьет, но снова выше ворот. Да, наносил он удар буквально на первой минуте. Цепанин хорошо работал, пас отдал. Не попал по мячу, да, подскочил, видимо, мяч выше ворот. Яконов отличный момент сделал. Цепанин.
Аут. О, спасибо. Спасибо, Экчемен. Ну-ка, Илья Чекир. И угловой. Давайте запишем в это время. 1-0. Забил Захаров на 5-й минуте. Я не уверен, что на 5-й. Давайте 6-я минута запишем. В общем, да, перемотайте. Вот, начало тайма. И там можете вот пересмотреть гол. Может, кто-то точно увидел. Ух ты, Кислицын бил. Но выше ворот. Пока что, да, не летит створ города Якутска. Да, Якутск. Уступил. Да, потолок задевает. Нет, не засчитали это. Там небольшое касание потолка было, но все равно удар от ворот. Ну-ка, так, Кислицын отдает Зубареву. Зубарев Кузнецову. Кузнецов может назад отдать, да, Складчиков. Кузнецов отбирает мяч. Трибуны просят фол. Да, ведут миринцы. Не стал разворачиваться Кислицын. И пас от Зубаревой неточный. От ворот будет входить мяч. Сборная Мирина Кангаласского Улуса. Снова Ларионов вышел. Закидушка вперед. Сыграл головой. 3-й номер. 3-й у нас Скрябин Евгений. И Захаров, который вот забил единственный мяч. Пока что не попадает по мячу. Аут. А нет, от ворот все-таки просит Карен. Карен Даниэлян. Обязательно смотрите финал. 13:45 по расписанию. Ну, возможно, минут на 5 опоздаем. Ничего страшного. Но с самого начала покажем обязательно. Калачиков с мячом. Обязательно пишите в комментариях, кто за кого болеет. Ваши прогнозы. Ух ты, хороший удар. И, по-моему, да, в дальнюю штангу, вот, в заднюю штангу попадает мяч. Неточный был удар. И от ворот назначает Залуцкий Евгений. Судья встречи. Пас вперед, не точно. И Калачиков бьет, Савин спасает. Ефремов также вышел. Да. Контратака. Хозяев. Отличный пас. И в штангу попадает. Да, Скрябин Евгений. Да. Снова не везет миринцам. На дальней штанге еще вот там прибегал Лев. Захаров Лев. Он слишком сильный был удар. Не смог он замкнуть. Ларионов прессингует. Лачиков, да, теперь уже поспокойнее. Освободились от прессинга футболисты города Якутска. Евгений Денис вышел с мячом он. Болельщики миринцев отметились. Пока что, по-моему, болельщиков Якутска в комментариях замечено не было. Пас вперед. Вынимает Скрябин. Скрябин. Никифоров Михаил с мячом. Назад на Ларионова. Ну-ка, опасный пас. И бежит вперед. Мяч сыграл, да. Ларионов.
Юрген Денис подает. Соколов. Да, сегодня... нет, есть. Также не представил тренеров команд. Олег Михайлович Марченко у города Якутска. И Спиридон Васильевич Васильев у Мегинцев. Фол. Первый фол. Карен Даниэлян ставит. Да, второй фол у Мегинцев. Пока 0 фолов у города Якутска. Чекир быстро разыграл штрафной и стали бить. Никифоров отобрал мяч, идет, бежит вперед. Пас получает Цыпанин, да. С мячом все еще он. И на угловой переводит мяч Никита Зубарев. Обязательно делитесь ссылкой. Ваши друзья, родственники, коллеги поболеют за своих спортсменов. Пас вперед, не точно, еще Никифорова. Цыпанин забирает мяч, ходит направо. Нет, ушел мяч все-таки, баут. Чекир с Никитой Зубаревым. Слицын Алексей. И впереди Кузнецов Никита. Кислицын хорошо обыграл, но удар не получился. Мимо. Финал 13:45. Пас вперед. Здесь вышел Захаров Василий. Отбирает у него мяч. И Зубарев отдает пас для Чекир. Ищет кому отдать. Кислицыну отдал. Кислицын. Мяч все еще в поле. И бил Зубарев. Но выше ворот. И высоко и не точно. Мяч улетел. Пас вперед. Цыпанин принимает мяч. Все еще он с мячом. Все. Никифоров. Пас вперед. Перехвачен пас. Ну-ка. Может бить. Бьет издали Цыпанин. Вратарь спасает. И уже на добивании Никифоров Михаил. Выше ворот. Аут. Как говорится, удар был регбийный. Гораздо выше ворот. Спасает ворота. Нет, добивание. И забивает номер 4. Кузнецов Никита делает счет 1-1. Кузнецов. Так, забивает на 20-й минуте. Счет у нас сравнялся. Пас вперед. В перехвате. Хорошо, номер 3 идет вперед. Пас отдал. Сюда. Забивает номер 17. Счет у нас снова 2-1. Повели вперед мегинцы. Забил Захаров Василий. Быстро отвечает на 22-й минуте. 21-я минута. Да, буквально в следующей атаке. Захаров. Хорош ближний угол. Не ожидал бы так. Мирный играет в следующем. Обязательно подписывайтесь. И не пропустите матч Мирного. В следующей трансляции Кислицын Алексей. Закладывает финты. Тут Ясик, Ярослав, Соколов,
Зубарев отдает. Зубарев отсюда. И левой, и правой может. Играет под левую, под правую. Теперь ушел налево. И выпускает мяч. Аут. Спорит с судьей. Зубарев. Вышел Дегтярев, Мигинцев. Также вот Лев Захаров, Скрябин Евгений. И в защите остался у нас Ларионов. Савин выходит на перехват и переводит мяч в аут. Хорошо в подкате сыграл. Калачиков, Иван Калачиков с мячом. Евгений Денис. Выходит Захаренко и отдает пас. Да, Якутск побежал отыгрываться. Падают игроки. И мяч у Захарова. Лев Захаров. Но успевает отобрать у него мяч в защите. Теперь уже снова атака в сторону Мирно-Кавказских ворот. Борьба за бронзу тут не шуточная, да. Практически раз нас ждут в финале. Уселдан против Мигного. Да, скорее всего, большинство зрителей будет за Уселдан. Уселдан все-таки очень близко находится. Мигинцев, соседний буквально район. Да, надеюсь, Мигный тоже привел своих болельщиков. Ну-ка, Миша Никифоров. Нет, не смог остановить мяч. От ворот. А, конечно, одна из самых жарких встреч тут была. Заречное дерби, где в группе встречались вот Солданский и Мирно-Кавказский районы. Да, все болельщики в YouTube смотрят нас. Евгений Денис шел вперед, но Цепанин заблокировал его. Теперь уже Зубарев. Всего лишь минута осталась у нас в первом тайме. На быстрое время прилетело. Полон событий был. Хороший удар. Савин спасает. Так, в перерыве обязательно перемотайте. Да, я там написал. И перерыв вперед. Так, Мигинцы все-таки, по-моему, взяли перерыв. Или город Якутск. А, да, Якутск взял. Олег Михайлович Марченко и Спиридон Васильев дают ценные указания. Как же доиграть нужно. Первый тайм. Счет 2-1, да, в комментариях все есть. Вот чуть повыше перемотайте. Алексей Дмитриев, такого, по-моему, я не видел в составах команд. Да, точно нет, вот, проверил. Вот один из главных игроков чемпионата. Игорь, сейчас я скажу. Игорь Кайсаров, конечно же. Да, капитан команды Мирного. В финале он будет играть. Пошли переодеваться уже. Пас. Не пробивает пас. Цепанин. Цепанин отбег. Ошибается Илья Чекир и выносит
Мигинцы. Мяч от ворот. Дальше. Кипаров. Ну-ка, Зубарев. Зубарев с мячом. Бьет, но мимо. Да, время не останавливается. Потому что время тут грязное в первом тайме. И первый тайм окончен. Ну, 4 секунды осталось, да, еще будет. Ну, владение все равно у мигинцев. Так что вот первый тайм, скорее всего, так и закончится. Секунды. Ставит мяч вперед. Тут Миша Никифоров. Можно нанести удар. И все, теперь уже точно время закончено. Первый тайм ведет команда мегинцев со счетом 2-1. Да, давайте попробуем перемотать, пересмотреть голы. Да, так, 21 минута у нас была, 20-я, 21-я и 6-я минута. Давайте перемотаем, посмотрим. Отсюда 6 минут 22. А где-то тут. А, вы сами тоже. Вот он перехват, да. Якутск головой вот сыграл. И здесь вот побежал Лавенов. Лавенов вперед, обыграл. Идет вперед и пас отдал. И тут Захаров Лев сначала ударил, потом добил. А можем еще раз посмотреть удар. И теперь перематываем на 20-ю минуту. Где-то тут. Так, это уже когда забил город Якутск. Вот здесь на дальней штанге, да. Ушел пас. И вот отсюда. Так, и сразу здесь сравняли мегинцы буквально на следующей атаке. Да, вот он побежал. И забил в ближний угол. Номер 17. Да, можете сами также вот перемотать, пересмотреть. А мы ждем второй тайм. Почему якутский молодежь? Тот же Зубарев, довольно молодой парень. Якутский вот Калачиков. Чекир Илья, тоже, вот, на взгляд, довольно молодой парень. А мегинцы на матчах трибунах стараются. Это Сега, да? Вот, допустим, мы вчера посмотрели Калачеву 46 лет и Мансурову, по-моему, 52 года. Так что тут ограничений по возрасту нету. А Калачиков 28, ничего себе. Да, выглядит довольно молодым парнем. Зубарев 29, ничего себе. Да, тогда средний возраст за 30 города Якутска. Спасибо, Дмитрий. Да, время быстро летит. Всем уже довольно много лет. Да, вратарь зато, второй вратарь у Якутска. Наверное, один из самых молодых игроков. Федоров Вадим, по-моему, его зовут. Так, кто знает Федорова, напишите, сколько ему лет. Ну, он пока... Да, он, кстати, несколько раз выходил на поле в конце матча, когда Якутск крупно выигрывал.
Но вот в ответственные моменты, конечно же, не упускают они своего молодого вратаря. Зубарев. Спасает Савин. Савин является вратарем ФК «Заря». Раз вперед, точно. Финал будет 13:45. Играют команды Усердана и Мигнова. Оставайтесь с нами, обязательно мы покажем. Савин. Савин отлично отыграл весь турнир. Да, и вот играет в бронзовом финале. Фол. Николай Дьяконов. Да, в финале я уже сказал. Играет Усалдан против команды Мигнова Минского района. Цепанин идет вперед по правому флангу. И Кислицын Алексей выбивает мяч в аут. Вся информация есть у нас в телеграм-канале, в группе ВКонтакте. Также можете кликнуть по ссылке в описании к видео. Там есть все расписание, все счета, все составы, таблицы и так далее. Да, мы делаем все это для вас, поэтому обязательно смотрите. Назад. Никифоров бьет. Да, Зубарева. Савина прессингует потихоньку. И Савин бивает мяч подальше. Вторая лига, да, предварительно будет транслироваться. Начнется она 8 марта. 7 марта будет заявочная. Там жеребьевка и так далее. Так что да, не пропустите. Отворот. Панин Альберт с мячом. Под центр. Назад на Никифорова. Никифоров сам может пойти в обрыгш. Отбирает мяч Илья Чекир. Падает Соколов. И фол. Матвей пишет, что участники. Какая команда? Можете написать. В стенке всего лишь один человек. Дьяконов. Бьет Кислицын. Там уже защитники выбивает мяч. Зубарев. Против него Цепанин. Кислицын. Удар не получился. Главное в комментариях не ругайтесь. Олег Миску, привет большой. Да, в YouTube очень много человек болеет за город Мирный. Алмазную столицу Республики Саха-Якутия. Пас вперед. Никифоров выбивает передачу. Дьяконов не смог пас отдать. Ярослав. Соколов Ярослав отбирает мяч. Нет, фола нет. Нужно играть и фаул. Все еще 20 минут играть до конца встречи. Калачиков Иван бьет.
очков и угловой. Еще один угловой. На дальнюю. Касание пробил. Денис Юрген, но мимо. Айсен Сабин бросает вперед мяч. Но тут Калачиков. Лев Захаров, автор первого гола. На поле находится, вот он разыграл аут. Сабин. Закидушка вперед. И теперь Ларионов бежит вперед по флангу. Отлично. И может отдавать пас. Ну-ка, 7 номер. Нет. Успевает прервать передачу. Денис Юрген. Да, Мирный пока еще не играет. Так что да. Пока поберечь эмоции на финал. Да, отлично в защите отыграл Юрген Денис. Да, не дал ударить Игорю Дегтярову. А уже отлично все сделал Цепандин. Пас отдал. А нет, Ларионов это был, да. Захаров, назад Ларионов. Через Савина решили сыграть. Савин закидывает мяч вперед и вступает в игру Захаренко Владимир. В подкате пошел. Просил карточку. Да, обоим показал карточку все-таки. Данилян Карен. 7 номер. Дегтярев Игорь получил желтую. Также получил желтую Денис Юрген. Да, пострадал. Ларионов. Там Ларионов пострадал. И вот врач подходит. Второй фол города Якутска. Да, страсти потихоньку накаляются. Да, Юрген извиняется. Хотел он сыграть все-таки в мяч. Да, слишком активно Дегтярев налетел на судью. Атакует город Якутск. Да, для очень многих столичная команда уступила в полуфинале. Хорошо Дегтярев в защите отыграл. И Калачиков теряет мяч. Ауселдан, молодцы. Уступили они вот в заречном дерби. Но зато ставили силы и вот выиграли в полуфинале. Так что вот тот матч уже как бы не решающий ничего был. Обе команды имели по 3 победы, досрочно вышли в полуфинал. И только решалось, кто выйдет с первого места, кто со второго. Ауселдан вышел со второго места, но зато вот выиграл в полуфинале победителя группы номер 2, город Якутск. Команда Мигинцев, выиграв в том самом заречном дерби, уступила команде города Мигново. Бьет 3-й номер Скрябин Евгений, но попадает в защитника. Лев. Захаров Лев. Но на пути мяча Калачиков Иван. Да, трибуны гонят. Команда вперед. О, неточный пас. Ошибается в пасе Денис Юрген. Да, вот. Трибуны, наверное, немножко
сориентировали игроков города Якутска. «241 человек у нас на стриме». Отлично. Присоединяйтесь к стриму, делитесь ссылкой с друзьями, с родственниками, с коллегами. Пас вперед. Захаров, Лев с мячом. Пас в центр, но тут Захаренко. Бросает вперед. Тут у нас Кислицын. Кислицын получает мяч. Некому отдавать пока что. И отворот. Да, отворот показывает. А нет? Головой все-таки. Денис Юргин обыгрывает мяч на левый фланг. Нет, идет Ларионов. Рустам бежит вперед. Захаров, Лев. Открывается Захаров, Лев. Нет, успевает выйти вперед Захаренко Владимир. Вратарь команды города Якутска. Лев идет назад. Счет 2-1, да, счет на табло. Также в комментариях можно посмотреть счет. Можете перемотать. Голы забиты на 5-й, 20-й, 21-й минуте первого тайма. Во втором тайме пока вот нет голов. Во втором тайме остается у нас 14 минут. Калачиков бежит вперед, отдает пас. И Савин, да, спасает команду. Дальний удар. Ячекир мимо ворот. Активно разминается команда города Мигново, Минского района. Да, вратари отлично играют. Вратаря. Через вот как раз таки вратаря Савина. И Никифоров забивает мяч вперед. Никто туда не забежал. Да, вратарь, как говорится, есть футбольная поговорка, это половина команды. Аут. Ячекир не смог ничего полезного пока что сделать. И вот зарабатывает аут. Зубарев. Снова аут. Пас-центр. Никто не принял пока что. Денис Юргин с мячом. Автор единственного забитого гола. Ну-ка, Цепанин бежит вперед. Вратарь спасает Захаренко. Ну-ка, судья что-то показывает. Пенальти. Видимо, пенальти будет. И желтая карточка Зубареву. Третий фол города Якутска. И пенальти у нас назначен. А нет, штрафной удар все-таки. Нет, не пенальти. Потому что вот желтая линия, это вот штрафная площадь. Пошел спорить с судьей Савин. Но нет. Тайм-аут игроки не просят. А можете пересмотреть эпизод, где был фол. Пас. И нет, не получается удар у Деканова. Быстро разыграли. Да, желтая линия. И был ли... Да, в комментариях напишите, фол где был. Внутри штрафной или вне штрафной. Прямо сейчас я вот перемотать, пересмотреть не могу. Не снимаю. Когда возьмут перерыв, конечно же, посмотрим. Это было вот за 10 минут до конца встречи. Опасный штрафной. Только пас вперед. И не точно. Да, конечно же, хотелось
Мегинсом, чтобы это был все-таки пенальти. Входит мяч из-под ног Степанина. И Калачиков с мячом. Да, почему-то не разобрались город Якутск и уехали вот в синей форме. Бьет Зубарев и забивает. Сравнивает счет Никита Зубарев на 15-25 на 40-й минуте. 2-2. Никита Зубарев. Точный пас. Зубарев на 40-й минуте. Да, пишу, чтобы вот вы всегда могли перемотать, пересмотреть. Хорошо он обыграл под левую ногу и левой ногой в дальний угол. В правый угол, получается, ударил. И вратарь оказался бессилен. Прямо под штангу ударил. Может, через Савина. Савин пошел вперед. Никто его не встречает. Идет вперед. Опасно. И Зубарев. Пустые ворота. Выше ворот. Савин. Разосавнован, видимо, что пропустил гол. Решил реабилитироваться. Вперед. Ну-ка, третий номер издали бьет. Скрябин Евгений наносил удар, но мимо, не точно. Захаров прессингует. Хороший пас, и Савин выходит на перерез. И да. Фол. Захаров палит и пошел заменяться. Вышел Афанасьев Эдуард. 7,5 минут еще. 7 минут 40. Табло, если вот повыше камеру поднять, видно. Якутск в группе не имел проблем. Пас вперед быстро на Эдуарда. И падает Эдуард, и это фол. Фол. Четвертый фол уже у города Якутска. А шестой фол пробивной. Напоминаю новым зрителям. Все трибуны сегодня за мегинцев. Ларионов бьет сам выше ворот. Горный уже отыграл. Да, так что вот весь турнир отыграл. Горный занял так, 7-е место в турнире. 5-е занял Ленск. 6-е студенты СФУ, Сибирские медведи. Следом за ним Горный и потом уже Жотай. 7-е, 8-е место. Счет 2-2. Фол. Пополам 4-3 стало. Жаркая игра. Зубарев у мяча. Бьет ближний. Спасает в прыжке. Арсен Савин. Да, по-моему, это вот прям неминуемый гол. Нет, это матч за 3-е место, да. Многие прогнозировали финал. Несмотря на расклады в полуфинале, что это будет финал. Обе команды уступили в полуфиналах. Выше ворот бьет Калачиков. От ворот будет. И у нас еще 5,5 минут еще играть. Да, Марченко там просит не фалить своих футболистов. В финале играет Усалдан против команды
Мирного, Минского района. Да, вся информация, напоминаю, есть у нас в группе в Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Футбольный союз Республики Саха-Якутия называется. Ну-ка, Зубарев. Пас, и Савин спасает. Бескомпромиссная борьба. Нет, мяч все-таки города Якутску, показывает Даниэлян Карен. Счет 2-2. Да, счет всегда можете перемотать наверх. Там все видно. Пас перехвачен. Лавионов бежит вперед. Свистка нет. Вот теперь свисток поставили. Это фол. Да, пытались апеллировать, что была игра рукой, лежа. Но по фолам стало вот 4-4. Все хотят забить. Играет до конца. Поэтому вот много фолов. Зубарев снова у мяча. Зубарев уже забил 1 гол. Бьет, но Савин снова спасает, да. Уже вот 2 шефтых удара. 100 ворот попадает. А Савин там спорит с судьей. И угловой. Калачиков бьет. Можно идти прессинговать. Навес. Падает вратарь, и это фол, 5-й фол. Никита Зубарев фолит на Арсене Савине. 5-й фол, и Каджи 6-й фол, Каджи следующий фол. Будет пробиваться. Просит время остановить, да. Во время вот травм игроков, когда игра не идет, время останавливается. Время пошло. 3:15 у нас. Ну-ка, Цепанин получает мяч. Касание отдал. Но вот слишком высоко. Полетел мяч, и вот Михаил Никифоров не достает. Аут. Салдан вот внизу на ваших экранах готов уже играть в финале. Дальний удар. Ну-ка, и выходит Чикир Илья. Бьет, но мимо. Финал сегодня. Все недовольны судейством. Рассказывают обе команды. Угловой. Там время 2:20. Финал 13:45 был запланирован. Ну, вот сразу после этого матча. Но, скорее всего, вот минут на 10 задержится финал. Потому что, как видите, страсти кипят. Время, вот последние 2 минуты пошло наконец-то время чистое. Когда мяч в игре, только тогда таймер будет запущен. А во всех аутах получает игрок Крамбл, таймер остановлен. Пошел Лавионов, отдал пас и аут. Да, обе команды, по-моему, пока не брали еще. Минутные перерывы. В том тайме почти 300 человек нас смотрит. Да, обязательно делитесь ссылкой. Ларионов бьет. А нет, это Цепанин. Цепанин бежит вперед. И фол. 5-й фол обоих команд. И желтую карточку Цепанин получает. А Карен. Даниэлян там показывает. А был ли фол, можете посмотреть в записи. Перемотать чуть-чуть на 5 секунд. Да, только зрители нашего канала могут иметь такую возможность сами себе быть режиссерами трансляции и пересматривать опасные моменты. Не всегда даже до телевизионной трансляции есть такая возможность, потому что некоторые моменты иногда не показывают. Зубарев у мяча. Сам будет бить. Бьет чуть выше ворот. А, фол был.
Спасибо, что подсказали. И по фолам 5-5. Минута 36 до конца. Каждый следующий фол любой команды будет пробивным. Финал обязательно покажем. Да, было бы странно не показать весь чемпионат, все матчи группового этапа, не показать финал. Ну-ка, пас вперед. Тут Дьяконов. И мяч до Якутска достается аут. Да, выходит пятый игрок, полевой игрок команды города Якутска. Желтый вот манишки это так, Чикир Илья, да, как я вижу. Хотят забить в основное время, потому что в серии пенальти не повезло им с командой Салданского улуса. Ну-ка, бьет для Чикир. И Савин снова спасает. Да, могут сейчас бегенцы попытаться вот отобрать и забить мяч в пустые ворота. И теперь Якутск берет минутный перерыв за минуту до конца. Да, пишут у нас результаты UFC. Спасибо, нет у нас возможности смотреть. Конечно, могу я вот запустить здесь у себя на ноутбуке, но было бы не очень честно. Да, UFC всегда можно пересмотреть, а вот финал все-таки вживую, да, в лайв режиме смотреть лучше. Все-таки UFC у нас происходит каждую неделю, а чемпионат Республики Саха-Якутия по мини-футболу раз в год. Минута 0-4 до конца. Мегинцы еще могут взять минутный перерыв. Якутск все еще раскатывает пятого. Там, да, и Калачев, и Марченко показывают, как надо разыгрывать пятого. Илья Чикир, вот, номинальный вратарь. Желтые манишки вот на левом углу вашего экрана. Счет 2-2. Да, Якутск не хочет доводить дело до пенальти, вот поэтому пятого выводят, потому что уступили они по пенальти вот команде в полуфинале, команде Салданского улуса. Пас назад для Чикир. Тут и Зубарев. Пошла последняя минута. Ну-ка, Зубарев. Через Кислицына. Для Чикир. Да, будут доводить они до верного. Вторая лига начнется у нас. Падает, и это 6-й фол. Да, время должно быть остановлено. Время покажет. 6-й фол, как мы помним, пробивается 10-метровый удар. Да, и за 36 секунд Якутск имеет реальную возможность пропустить Якутск. А мегинцы могут забить. Да, 10-метровый это довольно далеко. Это не как в большом футболе 11-метровый. Ворота тут все-таки раза, не знаю, в 4, наверное, меньше. Бить будет Цепанин. Цепанин у мяча, номер 18. Вот он. Бьет и забивает Цепанин. Счет становится 3-2 за минуту до конца. 30 секунд до конца встречи. Счет становится 3-2. Матче за бронзовые медали. Да, и тут фолить мегинцам тоже нельзя, потому что у них тоже 5 фолов. Заброс вперед тут. Ой, падает Михаил Никифоров и фол. Фола нет. Да. Нет, отворот показывает. Там судья Залуцкий. А Никифоров был уверен, что там фол. Нет. Мяч все еще в игре. Под центр. И можно забивать отсюда. Захаров Лев бьет. Пустые ворота. И гол! Забивает Захаров. Счет становится 4-2 за 8 секунд до конца.
И можно уже смело поздравлять команду Мегида Каркалатского УСа с бронзовыми медалями чемпионата республики по мини-футболу. Первая лига. Да, домашний чемпионат оказался успешным для мегинцев. Хотели, конечно, они золотые медали, но бронзовые медали все-таки тоже призовое место. Как говорится, бронза — это всегда победа, а серебро — это поражение. Так что поздравляем команду мегинцев с победой в бронзовом финале. Оставайтесь с нами. Да, Якутск остался без медали. После этого матча, минут через 5-10, скоро мы начнем трансляцию финала. Борьба за первое место между командами Усть-Алданского УСа вот в красной форме и вот в такой светло-голубой форме будет играть Нигдинский район. Спасибо, что были с нами, что смотрели матч за третье место.